1500 лет корейский солдат менялся вместе с государством. Железный воин древних союзов превратился в конного лучника, затем в мушкетера крепостной армии, бойца сопротивления и современного пехотинца с цифровой связью. Мы проследим не просто смену оружия, а то, как климат, враги и новая тактика меняли броню, одежду и сам силуэт воина. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях, какой образ кажется вам самым практичным и узнаваемым. Начинать эту историю следует не с униформы в современном смысле. В IV веке у государств Корейского полуострова еще не было одинакового мундира для всей армии. Воина определяли происхождение, богатство и роль в строю. Особенно ярко это видно у конфедерации Кая, знаменитой обработкой железа. Археологические находки показывают пластинчатые панцири, железные шлемы, защиту шеи и детали конского доспеха. Рядовой боец выходил в льняной или конопляной одежде, поверх которой надевал доступные металлические пластины. Копье давало преимущество в строю, щит прикрывал корпус, а состоятельный воин выглядел почти как движущаяся железная статуя. Уже тогда внешний вид солдата говорил о главном. Кая защищала себя качеством металла и тяжелого вооружения. В V веке наиболее грозный силуэт создает кагурё. Держалю приходилось воевать на широких северных пространствах, поэтому решающую роль играли скорость и конница. На росписях гробниц видны всадники с компактными луками, длинными копьями и колчанами. Тяжелые кавалеристы защищали ламеллярными доспехами не только тело, но иногда и лошадь. Такой воин был дорогим оружием государства. Требовались обученный конь, ремесленники, запас стрел и люди обслуживания. Подвижные пластины позволяли держаться в седле, а высокий шлем усиливал устрашающий образ. При Квангетха Великом эта военная культура соответствовала политике расширения – быстро пройти большое расстояние, осыпать врага стрелами и завершить бой ударом копья. Силла с VI и VII веков добавляет к облику воина престиж службы. Хваран часто изображают как отдельный рыцарский полк в одинаковой красивой форме, но точнее говорить о воспитательной среде аристократической молодежи, из которой выходили командиры и преданные государству бойцы. Их одежда могла быть дороже, чем у простого пехотинца, однако единого мундира хварана источники не подтверждают. В бою представители знати использовали мечи, копья и луки, сочетая статус с практичностью. Во время войн за объединение дисциплина, личные связи и верность правителю были не менее важны, чем металл доспеха. После объединения Силла охраняла крепости и горные пути обычными гарнизонами, поэтому отдельный образ пограничника VIII века лучше не выделять. Это продолжение общей традиции, а не новая форма. К XI веку династия Корё столкнулась с вторжениями киданий. Усилилась роль защищенной пехоты, крепостей и снабжения. Солдат мог носить многослойную одежду, ламеллярный панцирь, шлем с защитой затылка, щит и длинное древковое оружие. Топоры и булавы существовали, но не каждый пехотинец был тяжелым бойцом с огромной секирой. Армия включала лучников, копейщиков и конницу. Во время монгольских вторжений XIII века снаряжение стало еще менее единообразным. Отряды Самбёль-Чхо, продолжившие сопротивление после соглашения двора с монголами, использовали то, что могли сохранить или добыть – луки, клинки, копья, старые панцири и суда. Их правильнее показывать не как отдельную униформированную армию, а как образ мобильного и измотанного сопротивления. К концу средневекового этапа корейский воин прошел путь от владельца личного железного панциря до участника армии, где все больше значили крепости, командование и государственное снабжение. В начале династии Чосон главным символом солдата становится лучник. Северные походы XV века требовали подвижности и умения действовать в холодной пограничной зоне. Корейский составной лук был небольшим, но мощным. Его применяли пешком и верхом. Лучник носил несколько слоев ткани, короткую верхнюю одежду, удобную обувь, наручи и колчан. Тяжелая защита мешала долгому переходу, поэтому пограничные отряды чаще выбирали легкие пластинчатые или стеганые элементы.
Облик армии создавали знамена, головные уборы и вооружение, а не одинаковый мундир. Японское вторжение конца 16 века стало проверкой этой системы. Пехота Чосон выглядела неоднородно. Часть солдат имела доспехи, щиты, копья и мечи, другие выходили в обычной одежде. Противник широко применял фитильные ружья, и старые построения оказались уязвимы перед организованным огнем. Возникли отряды праведной армии – добровольцы, местная знать, монахи и крестьяне. Белая одежда, соломенные шляпы, копья, луки и захваченные ружья создавали образ народной войны. Их силой были знания местности, внезапные нападения и поддержка жителей. На море солдат Чосон выглядел иначе. Воины флота адмирала Ли Сун Сина служили на кораблях, где важнее всего были свобода движения и защита от стрел и осколков. Они использовали луки, копья, клинки и ружья, но главным преимуществом оставались корабельная артиллерия и дисциплина экипажа. В битве при Мэньяне победу обеспечил не единый костюм моряка, а способность работать в тесном пространстве палубы под огнем. Панцирь подходил командирам и бойцам ближнего боя, а гребцам и артиллеристам требовалась легкая одежда. После войны Чосон активнее перенимал огнестрельную тактику. В 17 веке мушкетер нес фитильное ружье, порох и боеприпасы, а поверх зимней одежды мог надевать стеганую защиту. Его силуэт определяли длинный ствол и подсумки. К концу 18 века Королевская гвардия Чан Йон-Йон и крепость Хвасон показывали стремление соединить традицию с рациональной организацией. Парадное снаряжение подчеркивало статус, но гарнизон обучался стрельбе, действиям у стен и работе с артиллерией. Поэтому страж Хвасона – часть реформированной армии, а не отдельная древняя каста. В 1871 году защитники Канхва встретили американскую экспедицию в старой крепостной системе. Многослойные хлопчатобумажные панцири не уравнивали шансы против современных винтовок и корабельных пушек. Во время восстания Тонхак 1894 года повстанцы в белой крестьянской одежде сочетали копья, старые ружья и захваченное оружие. Корейская империя затем ввела мундиры европейского типа – фуражки, ремни и магазинные винтовки, хотя перевооружение осталось неполным. В 20 веке бойцы независимости в Маньчжурии снова носили смешанное снаряжение – зимние куртки, меховые шапки, гражданскую одежду, патронташи и винтовки разных систем. От Бангадона до Корейской освободительной армии их внешний вид определяли климат, нехватка ресурсов и необходимость скрываться. После освобождения и раздела полуострова корейский солдат вошел в эпоху массовой индустриальной армии. В 1950 году Республика Корея встретила войну с нехваткой людей, оружия и единой экипировки. На Пусанском периметре части носили смесь национальной формы и американского снабжения: стальные каски, хлопчатобумажные куртки, ботинки, ремни, подсумки и винтовки нескольких типов. Главным новшеством стала не модель каски, а система современной пехоты: радио, транспорт, полевая медицина, артиллерийская поддержка и снабжение. В 60-е годы южнокорейская армия отправила крупный контингент во Вьетнам. Дивизия «Тигр» стала одним из самых узнаваемых соединений, но не каждый солдат носил тигровый камуфляж и одинаковую винтовку. Встречались однотонные зеленые комплекты, разные варианты камуфляжа, американские каски, легкие ремни, фляги и оружие, менявшиеся по мере перевооружения. Жара и влажность заставляли облегчать снаряжение, переносить больше воды и защищать боеприпасы от сырости. Вместо панциря бойца теперь защищали огневая мощь отделения, связь и авиационная поддержка. Но этот период включает тяжелые споры о насилии против мирного населения, поэтому превращать его только в героическую витрину было бы нечестно. В годы Холодной войны граница превратила солдата в постоянного наблюдателя. Патруль демилитаризованной зоны носил оливковую форму, каску или полевую кепку, бронежилет по обстановке, радиостанцию, фонарь и оружие. В начале 80-х нельзя автоматически вооружать каждого винтовкой К2. Ее распространение происходило постепенно, а рядом продолжали служить американские и более ранние корейские образцы. Экипировка подчинялась дежурству, проверке заграждений, ночному наблюдению и готовности к тревоге. Постепенно росло количество средств связи, оптики и защиты.
В 2004 году подразделение «Зайтум» отправилось в Ирак. Пустыня потребовала светлой формы, защитных очков, бронежилетов, шлемов, наколенников и разгрузочных систем. Но задачи были шире. В районе Эрбиля военнослужащие обеспечивали безопасность, выполняли инженерные работы, оказывали медицинскую помощь и восстанавливали инфраструктуру. Поэтому рядом с винтовкой появились инструменты сапера и медицинские сумки. В 2011 году операция в Аденском заливе показала другой край развития – морской спецназ. Тактическая одежда, бронезащита, гарнитуры связи, приборы ночного видения и компактное оружие создавали силуэт для тесных помещений судна и быстрого штурма. К 2024 году программа «Воинская платформа» стремилась собрать экипировку пехотинца в единую систему. Цифровой камуфляж, модульный бронежилет, современный шлем, защитные очки, связь и оптика работают вместе. Солдат становится узлом сети по сей день. Сегодня армия одна из лучших.